Ви каждую эпоху существует женщина, чье присутствие одним своим присутствием разрушает ожидания, разбивает вдребезги устоявшиеся представления и пробуждает в мужчинах лихорадочное беспокойство, смесь желания и страха, неподвластную никаким социальным нормам. Ее сила не в показной обольстительности, а в безмолвном суверенитете, с которым она обитает, превращая свой внутренний мир в священную территорию, на которую никто не может вторгнуться или которой никто не может обладать. Эта энергия, столь древняя и столь редкая, разрушает вековые стереотипы и открывает истину, которую никто не осмеливается произнести. Женщина, не ищущая одобрения, единственная, кого по-настоящему помнят. Есть тип женщины, которым мужчина не пытается руководить, потому что он полностью поглощен страхом потерять ее и желанием сохранить ее неуловимую сущность. Мы живем в мире, полном противоречивых предписаний о том, как любить, радовать и привлекать, в лабиринте представлений, который пытается формировать женщин в соответствии с предвзятыми хрупким идеалом. Они учат нас быть милыми, но не слишком хитрыми, охаровательными, но недоступными, интригующими, но никогда не пугающими, в балансе, который разрушит подлинную идентичность. Однако, если бы эти правила были обманом и то, кто действительно влияет на разум мужчины, было бы именно естественным актом их нарушения, вся парадигма рухнула бы. Красота, какой бы соблазнительной она ни была, это мимолетная вспышка, которая быстро меркнет, а манипуляция эмоциями – это трюк, который охаровывает ненадолго, но всегда оставляет после себя привкус лжи. Истинная сила кроется в глубокой, неукротимой энергии, которую мужчины воспринимают как опасную, потому что ее невозможно укротить. Опасно не потому, кто разрушительно, а потому, кто сопротивляется любой попытке присвоения, поскольку принадлежит лишь тем, кто его воплощет. Люди могут пройти сквозь 10 совершенных лиц, ничего не почувствовав, и все же остаются неловко перед лицом того, кто, кажется, не нуждается в их присутствии для существования. Величайшая ошибка – верить, что мужчина останется там, где он найдет безопасность, когда на самом деле его удерживает лишь тонкий страх потерять свободную душу, которая может исчезнуть без предупреждения. Именно его неуверенность, а не ваша, становится основой желания, питая влечение, колеблющееся между страхом и изумлением. Эта динамика проистекает не из психологических игр, а из простого наблюдения. То, кто может быть безвозвратно утрачено, сразу же кажется еще более ценным. Мы же проанализируем саму анатомию мужского желания, ту тайную область, где зарождается восхищение, предшествующее всякой истинной любви. Безмолвная власть женщины, владеющей собой, это обширная и непроходимая территория, а ее присутствие напоминает об автономном королевстве, которое призывает к уважению, а не к завоеванию. Понимание той энергии означает переосмысление нашего самовосприятия, не для того, чтобы угодить, а для того, чтобы вернуть себе суверенитет над своим внутренним пространством. Отношения не распадаются из-за явных измен, а медленно изнашиваются под тяжестью привычки, когда партнер становится функциональным дополнением, а не искрой жизни. Именно предсказуемость, а не конфликт разрушает восхищение, превращая чувство в механическое действие, лишенное души. Самая тонкая динамика – это незаметный переход от привилегий к возможности выбора, когда женщина, которую мы когда-то с нетерпением ждали, становится отложенной мыслью, заменяемым планом. Это разница между тем, кого мы хотим включить в свою жизнь, и тем, кто, как мы думаем, останется в любом случае, без каких-либо усилий с нашей стороны. А именно это скользение отличает обычную женщину от незабываемой женщины, той, которая излучает настолько подлинную внутреннюю частоту, что она неотразима и в то же время удивительно пугающа. Ее подлинность – маяк, пронизывающий мир, полный масок и идентичности, созданных для того, кто бы нравится, потому что она не ищет одобрения. Она уже добилась его сама. Ее счастье не зависит от мужского внимания.
И для многих мужчин эта внутренняя свобода представляет собой дестабилизирующую брешь, подрывающую их эго, привыкшие к обожанию. Спокойствие, которое она излучает, это не просто поза, а проявление сбалансированной самодостаточности, нашептывающей обезоруживающую истину. Мой мир прекрасен, когда ты в нем, но он останется прекрасным, даже если ты решишь уйти. Это не угроза, а констатация факта, и именно эта уверенность делает ее присутствие притягательным. Чтобы возрастить эту силу, не нужно притворяться безразличным, ведь каждый поступок – это акт скрытой хрупкости. Привлекательность этой силы заключается не в искусственной дистанции, а в глубине, с которой она выкладывается в собственное существование, превращая каждый повседневный жест в выражение живого, пульсирующего самоуважения. Если эти слова находят отклик в ваших сердцах, позвольте мне услышать ваши восторги, потому что это значит, что что-то внутри возвращает себе трон. И чем больше растет эта энергия, тем больше ваша способность преобразовать свою жизнь в работу, которая не требует одобрения, но вызывает уважение. Кто бы понял, почему мужской инстинкт так сильно реагирует на этот тип женщин, необходимо исследовать первобытный конфликт, таящийся в сердце мужчины. С одной стороны, эго привлекает стабильность, обещающая покой и рутину, с другой, эго соблазняет приключение, которое приглашает превзойти самого себя. Голос, жаждущий безопасности, шепчет, что он в безопасности в этой гавани. В то время как древнейший инстинкт, векованный веками испытаний и завоеваний, взывает к неизведанному, тоскуя по тому, чем не может обладать. Большинство женщин стараются говорить только с рациональной частью мужчины, игнорируя примитивную, что горит под поверхностью. Так называемая хорошая девочка, послушное воплощение спокойствия и предсказуемости, дарит утешение, заботу и уют, и поначалу кажется неотразимой. Ее любовь – бальзам, успокаивающий тревогу мужчины, позволяющий ему чувствовать себя монархом в ее неподвижном и упорядоченном царстве. Однако замок, лишенный эмоционального напряжения, вскоре превращается в золоченую клетку, где все неизменно, а неизменное со временем перестает быть живым. В этом мире, словно призрак, появляется женщина, наделенная королевской энергией, та, которая не предлагает убежища, потому что сама необъятность. Она не подстраивает свое существование под нужды других, но приглашает в свой мир лишь тех, кто неизменно доказывает свое достоинство. Ее любовь не умиротворяет, а воспламеняет. Она не льстит, а возвышает. Она не усыпляет, а пробуждает человека от его оцепеневшего эмоционального покоя. Он не ищет поводов для угоды, а выражает искреннее мнение, даже когда они разрушают кажущуюся гармонию. И именно в этом трении рождается искра. Разум человека указывает ему на безопасную гавань, но инстинкт тянет эго к открытому морю жизненной силы. Внутренний конфликт обостряется по мере того, как эко этой женщины продолжает вибрировать в эго-сознании. Эко, сотканное из волнующих разговоров, искренних страстей и смелых видений, которые раскрывают независимую и процветающую жизнь даже в ее отсутствии. Перед лицом такой энергетикая гавань теряет свою привлекательность и раскрывается такой, какой она является на самом деле. Спокойствием, напоминающим застой, порядком, граничащим со скукой. Человек ощущает разрыв между стремлением к стабильности и жаждой жизненной силы, пульсирующей в нем, словно родовая память. Именно на этом невидимом поле битвы рождается истинное влечение, которое выходит за рамки сиюминутного удовольствия, но соблазняет разум и терзает душу. Возникает вопрос, как эта энергия проявляется в повседневной жизни, какие жесты ее раскрывают и делают столь неотразимой? Ответ не в жесткой или презрительной позиции, ведь высокомерие, всего лишь не включая маска неуверенности. Холодность – это не суверенитет, а напускная отстраненность не укрепляет власть, а приничает ее.
подлинная королевская энергия проистекает из утонченного самоуважения, которое сквозит в каждом жесте, слове и выборе. Это радикальное спокойствие, которому не нужно навязываться, потому что его основательность говорит сама за себя. Тишина, не подающаяся внешнему давлению и не требующая внимания. Его присутствие соблазняет не хитростью, а естественностью, с которой оно воплощает собственную ценность, и границы, и самое благородное оружие. Прочное, но элегантное, твердое, но никогда не жестокое, способное очаровывать именно потому, что оно раскрывает женщину, знающую свою меру и отказывающуюся торговать ею ради удобства других. Представьте себе долгожданную встречу, отмененную в последнюю минуту из-за краткого и отвлеченного сообщения. Женщина, движимая нуждой, боясь потерь, отвечает с чрезмерной поспешностью, скрывая свое разочарование за безусловной доступностью, которая обесценивает ее время и подсознательно демонстрирует ее эмоциональную неустойчивость. Скрытый посыл, который полухает мужчина, прост и сокрушителен. Мое внимание в любом случае принадлежит тебе. Мои планы вторичны по сравнению с твоими. Эта динамика, если она повторяется, постепенно превращает женщину во всегда доступный вариант, удобную альтернативу, в которую мужчина не чувствует необходимости вкладывать реальные силы. Женщина, воплощающая королевскую энергию, испытывая тот же самую острую боль разочарования, действует не из эмоциональной пустоты, а из уважения к себе. Она дышит, анализирует и отвечает с мягкой твердостью, выражая одновременно правду и спокойствие. Искреннее сожаление и четкие границы, не требующие оправданий за свое существование. Ее послание естественным образом подразумевает, кто ее жизнь не останавливается, что внезапные перемены в отношениях имеют ощутимые последствия, и что доступ к ее времени не является ни неограниченным, ни гарантированным. Здесь нет ни драмы, ни возмездия, а есть лишь молчаливое признание ценностей, которое мужчина воспринимает как полное избавление от привычки контролировать. Этот жест пробуждает в мужчине смесь разочарования и уважения, легкое головокружение, напоминающее ему, что женщина перед ним не архив возможностей, а священная территория, требующая последовательности и самоутвержденности для своего обитания. В этот момент его первобытный инстинкт, уснувший в предсказуемости, пробуждается, словно древний зверь. Встреча, которую он так легкомысленно отложил, вдруг обретает драгоценную ауру, поскольку становится ясно, кто ее время, не дар, а дар, даруемый лишь тем, кто проявляет искреннее внимание. Далее следует тысяча мелких инцидентов, подтверждающих эту динамику. Когда она не отвечает на неосторожно написанное сообщение посреди ночи, когда выбирает личное обязательство вместо запоздалого приглашения, когда ставит правду о своих потребностях выше желания угодить. Каждый ее жест подтверждает, что ее жизнь полна, самостоятельна и не может быть чьей-то тратой. Эти, казалось бы, обыденные действия на самом деле являются проявлениями глубокой честности, разрушающими устоявшийся сценарий полной доступности, к которому привыкли многие мужчины. Женщина, совершающая их, не пытается кого-то просветить, а защищает священное пространство своей идентичности. Столкнувшись с такой мягкой твердостью, мужской разум замыкается. Архетип женщины, которая дает, не требуя, исчезает, открывая чувство ценности, которое невозможно манипулировать или принимать как должное. Мужчина понимает, часто впервые, что существует огромная разница между тем, чтобы нравиться, и тем, чтобы восхищаться. Женщина, которая все упрощает, вызывает сочувствие, та, которая защищается с изяществом, вызывает благоговение. Именно в этой тонкой, но мощной эмоциональной дистанции рождается стойкое влечение, которое не угасает со временем, а укореняется в душе, словно желание, превосходящее влюбленность. Откровение, приходящее к человеку, столь же просто сколь и дестабилизирует. Восхищение,
Ето матрица глубокого желания, невидимая основа љуби, которая не может испариться вместе с привичкой. Уважение, не украшение страсти, а её кислород, и без него љубие отношения медленно умирают. Женщина, которая леко отдаёт всё, предлагает комфортную, но не драгоценную любовь, в то время как мужчина, несмотря на убеждение в обратном, не жалеет того, что ему мало стоит. Он жаждет того, что бросает ему вызов и заставляет превзойти себя. Не из эгоизма, а потому, что воспринимаемая ценность исходит из вложенных усилий. Здесь проявляется архетипическое различие между принцессой и королевой. Принцесса ждет спасения, зависит от внимания окружающих, и её мир вращается вокруг того, кто её изберет. Королеве же, напротив, не нужно, чтобы кто-то её спасал, поскольку она строит своё королевство, ведет свои битвы и кует своё величие. Когда мужчина понимает эту разницу, его внутренняя ориентация радикально меняется. Он перестает искать женщину, которая зависит от него, и начинает челать ту, которая ни в чем не нуждается, но осознанно выбирает, кого выпустить в свою жизнь. Именно этот свободный выбор, а не нужда, порождает глубочайшее уважение. А именно здесь возникает вопрос, который задает себе каждая женщина, часто в тишине собственного внутреннего роста. Как стать королевой, которая не ждет, а живет? Как преобразовать неуверенность в независимость? Как построить внутреннее королевство, которое никто не сможет поколебать? Становление королевой – это не внезапный поступок и не театральное преображение, призванное поразить окружающих. Это ежедневный, почти ритуальный процесс, в ходе которого женщина перестает жить ради чужих взглядов и восстанавливает свой внутренний мир с помощью дисциплины и любви. Это преображение не о мужчинах, а об отношениях с собой. И оно основано на 4 столпах, составляющих архитектуру вашего внутреннего королевства. Первый столб – это миссия, осознание цели, которая выходит за рамки потребности быть любимым и дает вашей жизни направление, корни и импульс. Спросите себя честно, куда направится ваша энергия, если любовь исчезнет в одночасье. Ваш ответ откроет вам центр вашей силы, то, что придает смысл вашему существованию даже в одиночестве. Второй столб – это строительство вашей крепости, то есть вашей эмоциональной, социальной и материальной независимости, основанной на искренней дружбе, личных ресурсах и способности обеспечивать себя самостоятельно, не прибегая к помощи извне. Передача такой власти мужчине означает передачу ключей от вашего замка, делая его арбитром вашей стабильности. Третий столб – искусство чувствовать себя комфортно в одиночестве, навык, который радикально отличает женщину, владеющую собой, от той, что выживает, цепляясь за внешние обстоятельства. Существует огромная разница между одиночеством, воспринимаемым как нехватка, и одиночеством, воспринимаемым как священное пространство, где вы заново открываете свой голос, свои желания и свою глубочайшую сущность. Четвертый столб – это создание незыблемых внутренних законов, непреложных принципов, которые служат конституцией вашего королевства и определяют, что достойно вас, а что никогда не будет достойно. Это не мимолетные желания, а нормы, высыхание в камне вашей личности, и соблюдать их, значит чтить женщину, которой вы становитесь. Эти законы не требуют провозглашений или громких заявлений. Они живут в вашем поведении, в вашем выборе и в границах, которые вы твердо и нежно отстаиваете. Когда кто-то попирает один из этих законов, ваша реакция – не гнев, а трезвый отказ от своего времени и внимания – самое изощренное оружие, которым может владеть женщина. В такой момент естественно боятся потерять кого-то, устанавливая четкие границы, но настоящий вопрос не в том, что если я их потеряю, а в том, за кем мне рядом с собой тот, кто не уважает мое достоинство. Границы не отталкивают хороши,
Они отфилтровивајут недостојное, избављајуться од незрелости и притјагивајут толку то, што вам созвучно. Ети граници оталкивајут ребјонка, исчушчего мат, неуверенного во себе человека, исчушчего признанија, ленивого человека, исчушчего утешенија, замаскированого под љубов. И они привлекајут мужчину, котори не бојцја вашеј сили, а вдохновљецја еју, того кто исчетне принцесу для спасенија, а монарка, с которым можно построить общую империю. Удивително каквся загадка соблазнения переворачиваецца с ног на голову, когда начинаешь жити се тој внутренней целостностью. Мај думали, што нам нужно разгадат мужской разум, но клjuč никогда не предназначался ему. Он всегда принадлежал нам. Понят, што привлекает. Значит не научиться нравиться, а научиться быть собой. Поведение, которое мужчины называют опасно соблазнительным. Это не техника, а естественный побочный эффект женщины, которая примирилась с собой, с радостью приняла свою независимость и превратила свою жизнь в шедевр. Соблазнение – побочный продукт ее суверенности. Самая обворожительная женщина, не самая молодая, не самая красивая и не самая знатная. Она та, которая ни в ком не нуждается, но выбирает делить свой мир с теми, кто доказывает, что достойны того. Этот свободный выбор – ее величайшее сокровище, ибо он проистекает не из страха одиночества, а из внутреннего удовлетворения. Не нуждаться ни в ком – это не значит быть непроницаемым или неспособным любить, а скорее переосмыслить счастье как непререкаемый актив, который нельзя доверить другим. Это значит признать себя единственной героиней своей истории, способной спасти себя и жить полноценной жизнью даже в абсолютной тишине. Когда вы достигаете этого состояния полноты, решение любить становится сильным, чистым жестом, свободным от эмоциональной необходимости или компенсации. Это как сказать другому: «Моя жизнь и так светлая, твое присутствие делает ее еще ярче, но ты не являешься той опорой, на которой покоится мое существование». Нет более элегантного соблазнения, чем это, ведь оно без хвастовства показывает, что мужчина не необходимость, а роскошь, спутник, выбраний, чтобы обогатить вашу историю, а не завершить ее. Именно это осознание делает женщину неописуемо притягательной. Сколько раз, пытаясь добиться признания, вы сужали свой мекты, чтобы не показаться слишком амбициозными, приглушали голос, чтобы не быть навязчивым, скрывали свой интеллект, чтобы не пугать. Стремление к одобрению означает ампутацию жизненно важных частей себя, и каждый раз, когда это происходит, часть вашей суверенности растворится. Парадоксальная истина о влечении заключается в том, что оно усиливается, когда вы перестаете за ним гнаться и начинаете жить с радикальной искренностью, потому что энергия не лжет, а то, что истинно, излучается без усилий. Других привлекает не безупречное совершенство, а чистая жизненная сила, жгучая страсть, полная жизнь без разрешения. Никто не резонирует сильнее, чем женщина, которая безраздельно властвует в своей собственной вселенной, которая не боится одиночества, превращая эго во внутреннюю роскошь, и которая воспринимает свое существование как священную территорию. Когда достигаешь этого уровня самоприсутствия, каждый жест становится притягательным, а каждое слово резонирует с авторитетом, не требующим подтверждения. Итак, мы достигаем последнего порога этой карты, зная, кто ее завершение. Лишь нахало вашего пути к более широкой, и яркой, и истинной жизни. И остается ключевой вопрос, который отделяет женщину, которая ждет, от женщины, которая творит. Хотите ли вы оставаться статистом в чужих историях или найти в себе смелость стать главным героем своей собственной судьбы? Слишком долго нас учили, что любовь – это смирение, умеренность, черственость, медленный и неуклонный процесс внимания, чтобы вписаться в ограниченное пространство чужого воображения. Эта токсичная идея породила поколения женщин, которые подавляли свое великие, чтобы их терпели, а не ценили,
Сокращение привлекет лишь те сущности, что обитают в подвалах бытия, неспособные принять свет других. Приглушив свои мечты, вы освобождаете место для тех, кому не хватает видения, а приглушив свой голос, вы открываете мир тем, кому нечего сказать. Величайший акт любви – сами революционы, направленные вовне, а на себя. Это обещание, запечатленное во твоей душе, что ты больше не будешь предавать женщину, которой ты являешься, чтобы соответствовать тому образу, который хотят видеть в тебе другие. Это обязательство построит настолько насыщенную и яркую жизнь, что одиночество не будет пугать, а станет убежищем, а общение станет драгоценным выбором, а не убежищем. Истинная цель не в том, чтобы найти выдающегося мужчину, а в том, чтобы стать настолько совершенной женщиной, что любой, кто захочет остаться с ней, должен обладать таким же величием. Только те, кто обладает видением, силой и зрелостью, смогут идти рядом с тобой, не будучи заслоненными твоим светом. Не опускайся до того, кто бы войти во вселенную, слишком тесную для тебя, возвис свою жизнь так высоко, так ярко, так смело, кто любому, кто тебя желает, придется подняться, кто бы достиг тебя. Здесь мы создаем несговорчивых личностей, а царственных душ, женщин, которые не склоняются перед чужими желаниями, а создают мири, в которые стоит войти. Если вы чувствуете, как эти слова звучат во вас, словно древнее эхо, значит, вы осознаете призыв к собственному величию. Существо женщин, которые не ждут спасения, а сами куют свою судьбу, принадлежит вам по праву отклика. У каждой женщины есть свое внутреннее царство, но лишь немногие решают управлять им с мужеством, дисциплиной и изяществом. Это ваш шанс вернуть то, что всегда было вашим, свободу быть собой, не прося прощения, не притупляя своей силы, не затмевая свой свет, чтобы он не оскорблял глаза, не способный вынести его сияние. И я призываю вас возвращать в себе этот энтузиазм, не как мимолетний энтузиазм, а как акт суверенности. Чем больше вы его возвращаете, тем больше изменится ваша жизнь, тем больше вы привлечете того, что достойно вашей королевской натуры. Сегодня не просите любви, просите подлинности. Не ищите признания, стремитесь к развитию. Не ждите, пока вас выберут, выбирайте себя. Спасибо, кто вы с вниманием, пониманием и открытостью изучили эти страницы. Редкие качества, которые уже являются признаками женщины, которой вы становитесь. Пусть ваш путь будет ярким, смелым и свободным, и пусть каждый шаг приближает вас к выше, самой истинной версии себя. С глубочайшим уважением и наилучшими пожеланиями сил. Я приветствую вас, как приветствуют королеву, возвращающуюся в свое королевство. С высоко поднятой головой, с изяществом и без всякого страха.